Высока-высока над землей синева. Это мирное небо над Родиной. Но простые и строгие слышим слова. Боевым награждается орденом. Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят. И что в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят. В 20 веке в мире произошло множество значимых событий. Не будем перечислять их, многому даст справедливую оценку время и сама жизнь. Мы – молодое поколение начала 3-го тысячелетия. Это нам нести эстафету молодых 20-х, 40-х, 80-х, 90-х годов. Мы должны передать потомкам память о 85 тысячах погибших в русско-японской войне, о 645 тысячах погибших в Первой мировой войне, о 27 миллионах погибших на фронтах Великой Отечественной войны, о 14 тысячах погибших в Афганистане. Мы должны знать о воинах, участвовавших и погибших в локальных конфликтах и в горячих точках. Низкий поклон павшим героям и благодарность живым. Память должна жить не только в нашей благодарности, но и в наших делах. Сегодня мы собрались на торжественное событие закладки капсулы времени для парка участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов, а также для открытия мемориальной доски землякам-афганцам. Митинг, посвященный закладке капсулы времени, объявляется открытым. На торжественном митинге присутствуют глава муниципального района Хунзахский район Нурмагомед Махсудгаджиевич Задиев, председатель районного собрания депутатов Хваджа Магомедович Хваджаев, глава муниципального образования сельского поселения сельсовет Хунзахский Хизри Гитинович Талгатов, руководство и общественность района, а также ветераны афганских событий. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального района Хунзахский район Нурмагомеду Махсудгаджиевичу Задиеву. Уважаемые друзья, уважаемые гости, сегодня мы отмечаем юбилей 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Конечно, все, наверное, знают, призывая советскую армию для выполнения долга, наши солдаты шли в Афганистан. Они не знали, куда идут, для чего идут, но выполняли долг честно и добросовестно. 56 военнослужащих нашего района принимали участие в этой войне. К сожалению, вернулись только 55. Без этого война, конечно, не бывает. Жалко, но один наш земляк погиб, выполняя свой интернациональный долг. Сегодня мы отмечаем юбилей 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана и решили увековечить память всех ветеранов боевых действий и Афганистана, и локальных войн, которые произошли на территории Советского Союза и за ее пределами. Все войны
они интернациональные, защищают честь нашей республики, нашей страны, Советского Союза в свое время. Поэтому мы считаем, что наши земляки с честью выполнили долг, поставленную задачу перед ним. Ни один из них не посрамил свою честь. Это память для нас. То подрастающее поколение, пример для подрастающего поколения. Сегодня, наверное, многие из нас не знают, что наши земляки, односельчане, жители нашего района воевали в Афганистане. Может быть, это и неправильно. Нужно довести до каждого человека. Я думаю, этот памятник, который мы сегодня заложим, будет примером для них. И хотелось бы в конце объявить минуту молчания в память павших героев воинов-интернационалистов. Спасибо. Спасибо всем. Еще раз поздравляю всех участников с юбилеем вывода войск из Афганистана. Право открыть мемориальную стелу для парка участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов предоставляется главе муниципального района Хунзарский район Нурмагомеду Махсудгаджиевичу Задиеву, председателю районного собрания депутатов Хвадже Магомедовичу Хваджаеву, а также право открыть мемориальную стелу предоставляется всем ветеранам-афганцам. Слово для приветствия предоставляется председателю районного собрания депутатов Хвадже Магомедовичу Хваджаеву. Салам алейкум, дорогие друзья. Сегодня мы действительно отмечаем большое событие. Это вывод войск из Афганистана интернационалистов. Мы, говоря о войне в Афганистане, не должны забывать, что наши воины защищали интерес Советского Союза за границами, как в Афганистане. Действительно, нам пришлось его вывести и войск из Афганистана, потому что о продажной политике тех политиков, поэтому одно время озвучивали его как поражение Советского Союза. Какая бы политика ни была, воины достойно защищали интересы Советского Союза за пределами. Действительно, сегодня я хочу поздравить всех, которые участвовали в этой войне, интернационалистов. Пускай будет для них и для их детей это последнее военное событие, которое было на земле. Я желаю им здоровья, успехов в жизни и всего хорошего. Чтобы наши дети не видели больше таких событий. Нас учат на патриотизме афганистанцев, участников Великой Отечественной войны, поэтому мы должны быть достойны носить имя как продолжатели наших интернационалистов. Всем здоровья, чтобы было так нормально, чтобы не было больше войны. Спасибо вам за... Слово предоставляется начальнику отдела военного комиссариата Республики Дагестан по Хунзарскому району Багаудину Магомедовичу Шапиеву. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Да, действительно, сегодня мы празднуем праздник вывода наших войск с Афганистана. Непосредственно с нами празднуют участники этих событий, как никто другой знает, что такое война, что такое те события, которые были в Афганистане. Не пройдя через войну, через события, никто не знает, что такое любовь к родине. И мы, пока наши участники с нами, пока жив ветераны Великой Отечественной, должны передавать опыт и то, что ради чего они там были. Одни защищали Отечество, другой
другие выполняли свой интернациональный долг. Но все они выполнили его честью. Я от всей души хочу поздравить, в первую очередь, ветеранов афганских событий. Вам удачи, счастья, здоровья, чтобы многие года вы радовали нас своим присутствием. И то, что вы делали, опыт передавали подрастающему поколению. С праздником вас! Слово предоставляется главе муниципального образования сельского поселения сельсовет Хунзахский Хизри Гитиновичу Далгатову. От 13 февраля 2019 года село Хунзах об отводе земельного участка. Отводить земельный участок по улице Алиханова площадью 2200 квадратных метров под строительство парка участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов. Присвоить парку участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов. Адрес: село Хунзах, улица Алиханова, 81А. Ассаламу алейкум. Хунзах районный джамаат. Афган Рагул Акбалчаев. Дивок умугужак нажода баркизе диргурак кылсан. Ростал депутат зулак кылсан. Олго Хунзах ростал жамаат кулак кылсан. Жак нуж Афган зулак кылсан. Накырач раса кибергусон бай. Дивок умугу нажой харизе чорхой сахи рохке талир калата бумру. Нажода садак эп Афган рак кылдрук нак рустин чизуги. الأسهاد روسون خارزوجه حال أجانك الحكوماتكي نجورك هابول داندي بكاجي رك الكريش مراد قدراجي كما سراخم داجي أوك نكير كذا نيجي نكير كيما ده بيكيز خامة تجي نجود بيكرا خوجي واريخيجي ساكيال تاجي. Слово предоставляется ветерану афганских событий Гитинову Магомеду. سنجي سرقو غوا زادي نور محمد نجر هادين راك واخي زوجلو صدق يزريقون حسلي كربق هابون شينازي نجو كوديا ساختي كينو اوغون سروخارو نجو دس هبجق اد روخل نجو دا ارميا سراجون رايونال دا بيخون گيبوكينجو او حقسنا كيدوغو بخيلنان راك گيبو نجو كوديا وركاو. Для закладки капсулы предоставляется главе муниципального района Хунзахский район Нурмагомеду Махсудгаджиевичу Задиеву, начальнику отдела военного комиссариата Республики Дагестан по Хунзахскому району Багаудину Магомедовичу Шапиеву, главе муниципального образования сельского поселения сельсовет Хунзахский Хизри Гитиновичу Далгатову, а также ветерану афганских событий Гитинову Магомеду. Послание потомкам Хунзахского района. Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война, но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов, будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Обращаюсь к вам, хочу сказать. Чтите память воевавших в Афганистане. Отвага и смелость были в душах ребят, прошедших ту войну. Будьте похожими на своих дедов и прадедов, прошедших трудные дороги войны в Афганистане. Самое главное для человечества – это память. Помните тех, кто отдал свою жизнь, выполняя интернациональные... Объявляется праздничный залп.